Всем привет! Я нахожусь на Ленских столбах с Вячеславом Бродниковым, с известным блогером, автором канала «Клевая рыбалка», обладателем серебряной кнопки YouTube. И сейчас брать буду у него небольшое эксклюзивное интервью. Привет, Слава! Расскажи немножко о себе, о своих корнях, откуда ты родом. Всем привет! Меня зовут Бродников Вячеслав. Я родом из Усмайского района, из поселка Усмая. Родился и вырос там. Окончил там школу, работал в Усмайском лесхозе, но потом переехал в город, работал в городе. Последнее мое сейчас, где я сейчас продолжаю работать, это Жиганск. Живу и работаю на севере. У меня 3 детей, семья, супруга моя индивидуальный предприниматель. Отец мой родом из Покровска, Хангаласского района, из этого района, вот где мы сейчас находимся. И мать у меня из Усмайского района. Ага. Вкратце так о себе. Ага. И скажи, когда ты начал рыбачить? Рыбачить я начал с детства, вот так же на поплавочную удочку начинал, как все дети. Потом позже я уже освоил спиннинг и до сих пор рыбачу спиннингом. Но интерес к поплавочной удочке у меня начал пробуждаться вновь, уже более на таком профессиональном уровне, так скажем. Ага. И скажи, в каких местах тебе удалось уже побывать? Я вообще как бы объездил почти всю южную и центральную и западную часть Якутии. На севере тоже побывал, в северо-западе получается. Мне осталось побывать только за Верхоянским хребтом, то есть восточная часть Якутии. В принципе, на осень у меня планируется туда тоже поездки. Ага. И где самая интересная рыбалка, на твой взгляд? Где самая крупная рыба? Ну, я как бы порыбачил, получается, на Алдане, на Вилюе, на всех наших крупных реках, в том числе и на ее притоках, допустим, на притоках Вилюе, на притоках Алдана, во многих притоках. И самая интересная рыбалка, конечно же, в Якутии, это в низовьях, именно в среднем, нижнем течении реки Лена. Потому что туда заходит рыба как с моря, так и очень крупная рыба речная. Ага. А чем обусловлен большой размер северной рыбы? Вы знаете, чем обусловлен? Вот это вот, по идее, для меня тоже сейчас загадка. Наверное, скорее всего, тем, что северные условия намного суровее, чем вот наши южные, да. И все-таки кормовой базы там на севере все-таки больше. И из-за этого, наверное, рыба и крупнее. Ну и прессинга нет такого, как здесь. Ага. А самый крупный улов, который удалось выловить вот за всю жизнь? Самый крупный улов, это, наверное, все-таки был на севере. Попалась мне на сети, так скажем, сплавные сети. Традиционная рыбалка. Попалась нельма. Ну, она была, может быть, за 25 килограммов. Никто ее не взвешивал точно, потому что было уже темно, осень, холодно. Все были голодные, уставшие. Ну, мы реально оценили ее размеры. Я еще не вел в то время свой блог, поэтому записи ничего не сохранилось. Но у нашего напарника по рыбалке был хороший день, как бы радостный праздничный день. У него у сына должна была быть состояться свадьба, и поэтому мы все решили эту нельму просто подарить ему на свадьбу. И вот все радостно уехали. А что тебя сподвигло открыть блог? Ну, вы знаете, я сам как бы перед поездкой на север я как рыбак всегда смотрю рыболовные каналы, ну и решил, в общем, почему бы не показать нашу рыбалку в Якутии, потому что тот контент, который представлен был в YouTube, он меня как бы немножко, так сказать, не устроил. Я не увидел того, что происходит как настоящую северной рыбалки как таковой. Поэтому я решил сделать сам, снимать и показывать, как я это вижу рыбалку. Так. А как удалось набрать такое количество подписчиков? Вот с чем это связано?
Ну, знаете, как бы, когда начинаешь первый раз, открываешь свой канал, конечно же, у тебя мало подписчиков, но чтобы их набрать, нужно все равно над этим очень много работать. То есть я и Руслан распространяем информацию очень часто в наших соцсетях. Открыли группу специально для этого, группу в Фейсбуке. Во всех соцсетях нужно больше предлагать, то есть как товар предлагается. Предложение рождается спрос, да? Если вы будете сами себя рекламировать, то, конечно же, вас заметят и люди уже начнут подписываться. Ну и надо же как бы работать, то есть регулярно загружать контент, чтобы выпуски были регулярными. Тогда будут люди подписываться и смотреть. То есть главная настойчивость. Да, главное настойчивость. Если ты уже начал работать, то надо уже идти до конца. Потому что останавливаться на полпути — это уже не дело. А ты изучал географию просмотров? Вот кто больше смотрит? Ну да, я редко иногда захожу, как бы делаю аналитику, потом смотрит, так как у меня канал на русском языке, поэтому смотрит русскоязычное население, то есть в России, Украина, Казахстан, это вот основные подписчики. Ну, зарубежные подписчики тоже, да, есть? Да, конечно, потом США идет, по-моему. США, Канада. Порядка 100 с лишним стран. А случалось ли такое-то, что к тебе приезжали подписчики? Ну, прямо издалека. Вы знаете, ко мне приезжали туристы, которые из Румынии. Ну, они нашли меня именно благодаря YouTube. Мы с ними сдружились, и они как бы теперь решили постоянно, ежегодно приезжать ко мне на рыбалку. Им очень понравилось. Они очень любят ловить щуку, поэтому я их вожу на рыбалку на щуку. А где вы были? Я был на Северной реке, где очень большое количество щуки обитает. На Северной такой небольшой речушке. Она без названий. Там много таких речек. Ага. А бывали ли какие-нибудь очень смешные случаи на рыбалке? Да, в принципе, они происходят постоянно, когда рыбачишь. С напарником может случиться, с тобой. Недавно вот у меня осенью был такой случай, когда щука клюнула, и я попытался ее вытащить, но она была очень огромная, я не рассчитал свои силы. И она у меня просто выхватила удочку из рук, и удочка ушла прямо вся в лунку. Это все записалось на камеру. И это видео, в принципе, в кругу рыбаков набрало очень большое количество просмотров. Ага. А интересные находки бывали на рыбалке? Потому что много где рыбаки бывают, и, наверное, бывает сталкиваешься с какими-то и интересными вещами на берегах. Ну, вообще, как бы здесь вот на севере-то я уже позже-то я уже ничего такого не находил, но в детстве, как бы, когда я рыбачил на берегах родного Алдана, там постоянно вымывает мамонтовые кости, как бы, различные давности, да, и все, вот это считаю, что более интересные такие находки. Там были зубы мамонтов, там различные большие окаменелые кости, такие вот были находки. А случалось ли сталкиваться с дикими животными, с хищниками, там, с медведями, волками на рыбалке? Ну, близких контактов не было, но издалека я их видел, как бы, да. Потому что наши хищники, они, конечно, все-таки более пугливые и менее выходят на человека. Вот так. Не как в Камчатке, вот, где медведи в основном питаются рыбой, и рыбаки их постоянно видят. Такого нет. Ага. А с какими опасностями сталкивается рыбак в Якутии? Ну, во-первых, нужно соблюдать правила безопасности
спасения на воде, то есть носить с собой спасательные жилеты, соблюдать меры предосторожности, техника, нужно обязательно пристегивать, наверное, вот все-таки вот этим ключом безопасности мотора, что если выпал из мотора, а мотор продолжает работать, то он может уехать. Что еще? Осторожнее нужно быть с огнем в лесу, удобно. А какой, по-твоему, может быть базовый набор рыбака, да, ну вот стартовый и уже продвинутый? Базовый, как сказать, вот, допустим, у вас поплавочная удочка, да, вы должны иметь запасной крючок, запасное грузило, ну, кусочек лески, ну, поплавок, в принципе, можно обойтись и без поплавка. А если вы рыбачите на спиннинг, то, конечно, вам нужно иметь хотя бы немножко блесен, там, поводочек, все. А более продвинутый, так сказать, нужно иметь все это и в большом количестве еще, так скажем, различных размеров. Да, идет. И, ну, еще отношение к алкоголю и к курению. Ну, я вообще как бы сам не пью, не курю, да, но я не скажу, что я вообще не курил и не пил, да, я в молодости как бы немножко по праздникам, так скажем, употреблял и даже пробовал курить, но со временем человек, как сказать, может и умнеет, ну и все-таки дети смотрят, как ты вот сам себя ведешь, и с тебя берут пример. И как я буду, допустим, своих детей требовать что-то, да, если я сам буду употреблять алкоголь и курить, допустим, да? Как я буду рассказывать? Так, у нас что-то попалось. Вот. А чего отпускаете? А зачем? Вы бы отдали. Не, это... Ну, маме так. Мама лежит, кушает. Любит, да, мама? Да. Ну хорошо, тогда я тебе дам. Да, предупредил бы сразу. Сейчас еще поймает, не волнуйся. Слава, а какая рыба бывает в Якутии? Ну, какие виды? О, клюет, Окунь, клюет, окунь. клюет. Журнал наш. О! Посмотреть, комментарий. Рыбы Якутии. Ну я вечером тебе могу это. Ну, ее много, да? А куда? Ты давай банку принеси. Банку? Славян, дай нашему гостю, может. На удил. Не, на удил. Слава, у меня еще есть такой вопрос. Есть ли какие-то поверья у рыбаков? Сколько поверья, сколько наблюдения, что сказать. Ну и поверья так тоже есть. Такие наблюдения, допустим, если давление низкое, то и клев будет не очень высокое, то клев утилизируется, да? А поверье, ну нельзя, наверное, все-таки на рыбалку брать с собой рыбу. Хотя мы к этому относимся скептически, то есть нельзя брать рыбу для еды, а с собой для наживки все равно берем рыбу иногда, чтобы там ее нарезать и забросить как наживку. Ну, а в каких случаях еще нельзя рыбачить? Ну, как сказать, нельзя рыбачить, в принципе, когда правилами, я бы не так. Да я не знаю, даже таких, наверное, нет таких случаев. Ну, траур там или что-то такое. А, понял. Ну, вообще как по его я, допустим, там, или ты похоронил своего ближнего родственника, который тебе ближний, да, по крови, то принято, что на протяжении 40 дней нельзя вот уходить на рыбалку или на охоту, тебе не будет сопутствовать удачи. Ну, в это тоже вот верят, многие не верят в это. Кто-то верит, кто-то не верит. Ага. А знаешь какие-нибудь рыбацкие байки?
байки, которые рассказывали мне мои друзья рыбаки, кто знает. Ну вот. На канале есть несколько баек представлено, там ловятся крупные щуки, окуня, корвут, лески, клещонки, такие вот байки. Попалась, например, крупная щука, там, оборвала леску на 30 килограмм, ну, только плетенку на 30 килограммов щука оборвала. Ага. То есть щука была еще больше, значит, соответственно. И вот байки. А вообще еще, ну, еще вот хотел спросить, вот, например, охотники, они там славят Баяная, у рыбаков как с этим? У якутских рыбаков все равно дух Баяная, он как бы относится и к рыбакам, и к охотникам, поэтому мы славим того же самого Баяная. Никакого другого этого не узнаем. Все равно дары преподносим Баянаю. Ага. А знаешь какие-нибудь страшные истории? Там не только рыбацкие, но вообще, я не знаю, с родины, например, или усьмайские. Страшные истории, какие рассказать тебе? В основном все страшные истории мои основаны на реальных событиях. То есть люди поехали, злоупотребили алкоголем на рыбалку, значит, упали, и лодка перевернулась, они оказались еще и без жилетов, ну и утонули. Или там, допустим, бывают такие случаи, что люди даже матерые охотники, которые всю жизнь свою ездили, охотились, рыбачили, тоже попадают в такие ситуации, что иногда бывает, что лед там черный идет, его не видно, или еще что-нибудь. И даже если они в трезвом состоянии, то все равно вот от переохлаждения там умирают или еще что-нибудь. Очень много таких историй, если рассказывать. Есть истории, как люди попали в холодную воду, но выжили благодаря смекалке, например, своей. То есть они закапывались полностью в песок по голову осенью, и буквально вот это им спасало жизнь. Вот так вот, применив смекалку, они спасались от ветра и тем самым удлиняли себе время на их спасение. Ну как бы их успевали находить. Реальные случаи были. Страшные случаи. А сам вообще попадал в сложные ситуации? Ну, в различные ситуации попадал, конечно, но слава богу, что у меня не было таких ситуаций, что я там тонул или замерзал. Стараюсь более аккуратно все относиться к этому поездкам, готовлюсь заранее все. Но все равно все не предусмотришь, поэтому от этого никто не застрахован. У меня как-то вот пока везет. Теперь не буду громко говорить, не На что можешь посоветовать тем рыбакам, которые приедут в Якутию рыбачить? Ну, я посоветую с собой брать удочки, как обычный набор удочки, спиннинги, крючки, лески, все то же самое. Но берите со счетом того, что чуть-чуть покрупнее, чем в европейской части. То есть, если крючки на крупную рыбу, на закидушку, то большие нужны. Если на удочку, то крупные крючки. Вот. Лески толстые нужно, не такие тоненькие. Допустим, толстая леска 0,25. Снасти берите прочные. И, конечно же, спецодежда. У нас холодно. Нужно брать всегда с собой теплую одежду. Сапоги? Сапоги резиновые, но сапоги берите, чтобы у вас были Болотные? да, но они болотные, они еще по-другому как называются. Не знаю. Знаешь, да? Нет.
О, петушок попал. Тигр. Это интервью даешь? Да. Вот Тигр. поведи камеру куда можно, я сейчас тоже там. Тигр здесь не попал. Поверни он камеру, там что-то пару слов. Привет, Лёва, рыбалки! В общем, да, скажу так. Ну и, конечно же, берите сапоги болотные, чтобы подлиннее было. И советую теплое такое. Все. Маринку. Ну и самое главное, конечно же, это защита от гнуса, комаров. У нас их очень много. Так, ну, сейчас мы находимся уже у меня дома, мы вот продолжаем общение, вернулись с Ленских столбов, нормально так отдохнули и хотел еще задать несколько вопросов о жизни в Жиганске. Вот как там, например, с технической частью обстоят дела, вот, ну, чтобы блог, например, загружать в интернет? Ну, смотри, вот я пользуюсь спутниковым интернетом, то есть специально для этого приобрел оборудование. Оборудование стоило очень дорого, потому что это тарелка и не простая тарелка телевизионная, а именно вот такое сложное оборудование для приема и передачи сигнала. То есть там стоит специальный вот этот трансмиттер, который передает и принимает. Тарелка сама диаметром 1,2. Ну, все это мне обошлось грубо с доставкой где-то в 60 тысяч, да, до Жиганска. Потом я подключил безлимитный тарифный план. Сначала у меня был более дешевый тарифный план, он стоил 3700, но потом этот провайдер мой закрылся, и сейчас я уже сижу на дорогом тарифном плане, больше потому что нету никаких. Он стоит, допустим, 15 тысяч вот, месяц абонентская плата. И то это мне по блату, как ИП, там мы заключили договор. Как вот. Так, по идее, сколько должно было стоить? Ну, если бы старый оператор не закрылся бы, то я бы сидел на 3400, как бы нормально было бы. Все устраивало меня. 3400 в месяц, абонентская плата, безлимитный интернет. А скорость какая сейчас? Сейчас скорость 512 килобит в секунду. Входящая и исходящая, допустим. Вот. И сколько, например, видео загружаешь на YouTube? Ну, в месяц у меня около 4 фильмов выходит. Каждый фильм грузится примерно по 12 часов. Если 12 часов вот, грузится, это считается быстро. Но порой доходит до суток загрузка 30-минутного ролика. А с монетизацией канала у тебя как получается? То есть ты с партнерки YouTube берешь или откуда-то еще? Нет, я подключен на другой партнерке. Кстати, вот про партнерки хочу сказать, что не надо вестись на эту всю фигню, потому что это в принципе, возможно, эта партнерка действительно кому-то там помогает, да, в которой я вот нахожусь. Я просто не хочу афишировать, чтобы не создавать никакой рекламы им. Просто я хочу сказать, что партнерка, она просто будет забирать часть вашего дохода как бы с Google AdSense, ну то есть куда он будет. Это официальная партнерка Google. Поэтому, если вы не будете пользоваться и вы надеетесь только на себя, то есть вам не нужно никакого там продвижения, чтобы вам не делали никаких шапок, там никаких этих, то проще подключиться сразу к Google AdSense и не париться. Вот так вот. А выхлоп какой идет? Ну, сейчас у меня вот последнее время я смотрел, да по-моему у всех сейчас так, по России, допустим, стоит $2 с 1000 просмотров. То есть я не знаю конкретно какой там механизм в этом видео, да, вставки в этих рекламы. Я просто ставлю метки, допустим, устанавливаю метки, где они могут поставить свою рекламу. Я не знаю, когда включится какая реклама. Там есть реклама
с возможностью пропуска, есть просто выскакивающие баннеры, есть реклама без возможности пропуска, есть ну, просто вот какие-то вот эти маленькие окошечки выскакивают вот такие. И с 1000 просмотров я посмотрел, в России стоит $2. $2. По Америке, по США, если это же реклама, она уже стоит $6. Да. Я понимаю, что, наверное, месячный доход канала это секрет, но максимальный доход, который вообще удавалось получать. Давай я лучше так скажу. Максимальный доход, с которого, ну, с максимального дохода, который я мог, ну, получал с канала, допустим, я мог купить там, ну, хорошую видеокамеру, фотокамеру, допустим, Sony там, Альфа какой-нибудь. Ясно. И, кстати, вопрос по оборудованию. Ну, каким оборудованием ты пользуешься? Ну, смотри, я сейчас вот использую камеру Sony, которую которую я приобрел благодаря подписчикам, да, до этого. Я ее терял, и сейчас вот повторно, у меня теперь сейчас как бы 2 камеры Sony. Вот сын ее весной нашел, ту, которую я потерял осенью. До этого я пользовался простым видеорегистратором, обычный полицейский инспекторский видеорегистратор, который выдают инспекторам, там, егерям различным, полиции, ГАИ, да, у них вот здесь на груди бывает. Он более, там большая емкость батареи и более суровых условиях снимал. Ну, сейчас вот обычная экшн камера Sony AS300 HDR меня, в принципе, устраивает. Ну и дополнительно вот приобрел освещение. У меня 2 этих осветительных прибора, но я пользуюсь только одним. Штативы приобрел, микрофоны приобрел, аккумуляторы, пауэрбанки вот эти. Все. Вот получается как бы. Ну и мой следующий вопрос. Вот, например, живешь как бы, ну, вдали от городской жизни, там, платишь высокие цены на интернет, но тем не менее у тебя там какая-то монетизация выходит, в то время как там другие блогеры там насчет монетизации как бы голову ломают. Вот в чем секрет как бы успеха? Ну, смотри, у меня, допустим, контент, я считаю, что это уникальный контент, то есть поездка там куда-то, проделывание там работы специальной, чтобы выудить рыбу, да, ну и поимка там рыбы на камеру, то есть это же как бы нельзя как бы спрогнозировать, да, это же все как бы сумбурно так все получается, рыба ловится, не ловится. Вот. Ну и различных размеров, нельзя предугадать, что у тебя будет, какой улов. Ну и люди-то смотрят в основном, это узкий круг людей, в основном, путешественники, рыбаки, охотники. Есть люди, которые скучают по своей родине, там, по Якутии, да, смотрят. Даже, ну, судя по статистике, в основном меня смотрят достаточно взрослые люди, это вот 25 до 45 лет, в основном это 60% аудитории. Ну, вот весь секрет в этом и заключается, что я показываю вот свой уникальный контент. У меня вот кухня полевая, охота, рыбалка, и некоторые ролики там, конечно, связаны с бытом, есть что-то вот традиционное такое. Ну и, наверное, уже последний вопрос, да. Как ты думаешь, есть ли у нас в Якутии еще место для уникального контента, который мог бы быть популярным как бы за ее пределами? Да, кругом и сплошь и рядом. Та же жизнь деревни, допустим, те же охотники, те же наши жители села, там кто-то ведет хозяйство, может поделиться, рассказать, как у него, как вести северное хозяйство, северное оленеводство, северные оленеводы. Те же хозяйства, которые держат коров, там, сельская жизнь. Я считаю, что это все интересно. Если люди бы показывали бы, рассказывали бы, как они все это делают, то, мне кажется, должно быть. И должны смотреть.
Ага. Ну и теперь уже в завершение, что бы ты хотел как бы другим блогерам пожелать? Ну, что я хочу пожелать другим блогерам? Конечно же, не останавливаться на достигнутом, продолжать идти вперед, снимать хороший контент, стараться, чтобы вам, главное, самому блогеру это нравилось, то, что он делает. Если ему это не будет нравиться, то, соответственно, у него и контент ухудшится, и смотреть его перестанут. Что еще? Ну, здоровье, главное это, что? Чтобы было здоровье, будет все как бы. И делать даже не в этом, не в контенте, там, не в блогерстве. Самое главное людям-то что, чтобы здоровые были. Семьи, ну, семейного счастья, чтобы было. И все, в принципе. Лайков, подписчиков побольше. Все.